Здравствуйте. Меня зовут Эгон Челакян. Сегодня я раскрою то, над чем уже 30 лет работает междисциплинарный коллектив «АЛЛАТРА». То, что оставалось неизвестным всему научному миру и обществу в целом. Мы считаем, что настало время людям узнать правду об этих исследованиях, опережающих все современные разработки. Сегодня вы осознаете масштаб и значимость деятельности «АЛЛАТРА» для каждого человека на планете. Мир должен, наконец, увидеть целостную картину того, что происходит с климатом нашей планеты. Каковы реальные причины нарастающей дестабилизации и климатических аномалий. И как все это взаимосвязано с атмосферными процессами, экологией и глобальными геодинамическими изменениями. Речь идет о глубинных причинно-следственных связях, которые до сих пор остаются вне поля зрения большинства, в том числе научного сообщества. Сегодня я постараюсь объяснить все максимально понятно. Так, чтобы каждый человек, вне зависимости от образования и сферы деятельности, смог разобраться. Я буду излагать постепенно, последовательно и ясно, чтобы каждый точно понял, что происходит в мире и что нас всех ожидает, если мы не возьмем ответственность на себя. В ходе своего обращения я объясню физический механизм влияния глубинных геофизических процессов на состояние атмосферы, учащение аномальных атмосферных явлений, а также такого опасного явления, как турбулентность. Обосную, почему традиционные методы прогнозирования турбулентности становятся все менее эффективными. Обозначу потенциальные риски для безопасности полетов в ближайшем будущем. А также я расскажу об одном из ключевых, но до сих пор недооцененных факторов, который сегодня разрушает организм человека, каждого из нас, изнутри, и незаметно разъедает саму экосистему планеты, приводя к ее катастрофическому дисбалансу. Именно этому фактору ученые «АЛЛАТРА» посвятили 20 лет исследований и обнаружили то, что еще не смогла увидеть современная наука. Речь идет о нанопластике и о его свойствах, о которых вы, возможно, даже не подозревали. Сейчас эта тема уже не просто предмет научного интереса, это наша общая беда и общая ответственность. Нет никого, кого бы это ни касалось. Мы все участники происходящего с нашей планетой. Чем раньше человечество поймет то, о чем «АЛЛАТРА» говорит уже 2 десятилетия, тем больше шансов у нас всех изменить ситуацию и сохранить жизнь на планете. Почему я так остро ставлю этот вопрос? Потому что нынешние катастрофические тенденции неизбежно продолжатся, если не произойдет решительного вмешательства. Что ждет человечество в ближайшее время, вы узнаете из моих слов далее. Начнем с такого известного многим на сегодняшний день атмосферного явления, как турбулентность. Эта тема касается всех без исключения. Однако те, кто регулярно летает на самолетах, вероятно, первыми обратили внимание на тревожную тенденцию. Турбулентность перестала быть редким явлением. Официальная статистика подтверждает эти наблюдения. Полеты действительно становятся все более турбулентными. Но почему? Привычные воздушные маршруты превращаются в зоны повышенного риска. И причина этого кроется гораздо глубже, чем принято считать. Однако начнем с последствий для авиации, с тех опасных тенденций, которые уже невозможно не заметить. В конце июля 2025 года, всего около 2 недель назад, BBC опубликовала статью «Почему турбулентность самолетов становится все более частой и сильной». В статье говорится о том, о чем мы, «АЛЛАТРА», предупреждали мировую общественность уже давно. Однако, к сожалению, многие только сейчас начинают осознавать реальность того, о чем мы говорим. В статье BBC сообщается, что в последнее время авиапассажиры все чаще сталкиваются с нарастающей проблемой, более частой и интенсивной турбулентностью во время полетов.
Согласно прогнозам, количество и продолжительность турбулентности могут увеличиться в 2 или 3 раза в ближайшие десятилетия. Последствия этой тенденции ощутимы как для пассажиров, так и для авиакомпаний. В 2023 году 40% серьезных травм на борту самолетов были связаны именно с турбулентностью. Авиакомпании несут значительные финансовые потери – от 200 тысяч до 1 миллиона 900 тысяч долларов США в год. Им приходится менять маршруты, что приводит к дополнительному расходу топлива. Науке хорошо известно, что турбулентность может возникать по разным причинам. Она бывает конвективной, вызванной облаками и грозами, орографической, вызванной взаимодействием воздушных потоков с горным рельефом, а также существует явление турбулентности ясного неба. Как следует из названия, этот тип турбулентности возникает среди ясного неба и не фиксируется датчиками. Согласно статье, турбулентность ясного неба появляется при резких изменениях направления или скорости ветра. Однако этот механизм не объясняет, почему при попадании в турбулентность ясного неба самолеты буквально проваливаются вниз за считанные секунды на десятки метров. Как, например, это произошло 20 мая 2024 года с пассажирским самолетом Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines. Самолет, следовавший из Лондона в Сингапур, внезапно попал в зону турбулентности ясного неба над Мьянмой. За 4,6 секунды самолет потерял около 54 метров высоты. Пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности, ударились о потолок салона и были отброшены в проход. 1 человек погиб. Это стало первым смертельным случаем из-за турбулентности за последние 27 лет. Исследование, опубликованное в июне 2023 года, показывает, что в Северной Атлантике самая сильная турбулентность ясного неба встречалась на 55% чаще в 2020 году, чем в 1979 году. Однако, несмотря на неуклонный рост частоты и интенсивности турбулентности, так называемые эксперты продолжают уверять нас, что это скорее досадное неудобство, нежели серьезная угроза безопасности. Цитирую статью BBC. Но даже если турбулентность станет более частым и сильным явлением, эксперты утверждают, что это не повод для беспокойства. О, какое горькое и недальновидное заблуждение. Турбулентность, особенно турбулентность ясного неба, это очень серьезный повод для беспокойства, и именно непонимание механизмов ее возникновения приводит к столь опрометчивым выводам. Еще в апреле 2023 года, до выхода вышеупомянутого исследования о тенденциях роста турбулентности ясного неба, на форуме, который АЛЛАТРА проводила совместно с нашим партнерским проектом «Созидательное общество», «Глобальный кризис. Выход есть». Мы озвучили тенденции и прогнозы усиления этого явления. Более того, мы представили механизм возникновения опасных случаев турбулентности ясного неба, которые заканчивались крушением самолетов. Посмотрите фрагмент этого выступления. Турбулентных ям в атмосфере будет становиться больше, особенно на высоте от 8 километров и выше, где летает большинство лайнеров. Эти ямы уже прорываются до земли. И придет время, когда ям будет так много, что летать и плавать будет невозможно. Если ты взлетел, не факт, что приземлишься. Это будет очень рискованно. Это страшно. Но мы вынуждены об этом говорить. Мы обязаны предупредить людей. К сожалению, в потребительском формате общества, где жизнь человека ни во что не ставится, такие аномалии не изучают должным образом. И более того, о них будут молчать до последнего, чтобы не вызывать панику и не потерять прибыль. Как думаете, сколько авиакомпаний захочет сделать заявление, что летать теперь опасно? Ответ вы знаете сами. Давайте подытожим.
Из-за нарушения работы ядра Земли, которое вызвано внешним космическим воздействием, магнитное поле нашей планеты претерпевает катастрофические изменения. Появляются аномальные полярные сияния, световые столбы, провалы, турбулентные явления, зоны разуплотнения воздуха и воды, где образуются вывороты, области магнитных аномалий, гибнут животные и люди. И если общая дестабилизация магнитного поля связана с нарушением работы ядра в целом, то локальные мигрирующие зоны магнитных аномалий имеют еще более детальное объяснение. Эти аномалии формируются резкими выбросами электромагнитной энергии из недр планеты. А происходят эти выбросы вследствие гравитационных взрывов магмы в недрах планеты. Вследствие дестабилизации ядра такие взрывы происходят все чаще. А это значит, что вскоре мы будем наблюдать не только усиление вышеперечисленных аномалий, но и огромное количество молний, бьющих из недр, и рост числа шаровых молний. Все факты, которые вы сегодня услышали об изменении электромагнитного поля, говорят о том, что наше ядро уже крайне нестабильно. А это значит, что пока что наша планета идет по худшему сценарию развития цикла климатических катастроф. Я хочу отметить, что нагрев атмосферы, безусловно, играет роль в усилении турбулентности и струйных течений. Однако, как вы теперь понимаете, существует также дополнительный фактор возникновения турбулентности ясного неба. Это электромагнитные аномалии, связанные с происходящими в недрах Земли процессами. С процессами, которые продолжают экспоненциально нарастать. Как бы вам ни хотелось слышать успокоительные речи, я должен говорить правду, какой бы жестокой и страшной она ни была. Исходя из нашего математического моделирования и прогноза развития дальнейших геодинамических тенденций, я могу назвать период, когда состоится последний полет самолета в истории человечества. И говорю это со всей ответственностью. Речь не о конкретной дате, а о квартале определенного года с погрешностью примерно в 3 месяца. 2 года назад мы открыто предупреждали о нарастающей турбулентности. Мы знали, что происходит на самом деле. И то, что мы наблюдаем сейчас, лишь следствие этих процессов. Более того, с каждым годом ситуация будет только ухудшаться. Если человечество не предпримет решительных действий, в обозримом будущем наступит момент, когда ни самолеты, ни вертолеты просто не смогут подниматься в воздух. Все мировое авиасообщение в его нынешнем виде прекратит свое существование. Однако существует альтернатива. Для продолжения воздушного сообщения человечеству придется вернуться к дирижаблям. Эта технология сможет быть применена значительно дольше в условиях меняющейся атмосферы. Если вы вспомните наши предыдущие прогнозы и предупреждения, вы поймете истинную природу происходящих сейчас процессов. Чтобы вы лучше представляли, что именно происходит сейчас на планете, позвольте мне напомнить, в чем заключается суть этих процессов. Атмосфера Земли представляет собой сложнейшую динамическую систему, в которой происходит постоянное накопление, преобразование и высвобождение энергии посредством различных физических механизмов. Наблюдаемое в последние десятилетия увеличение количества экстремальных погодных явлений указывает на фундаментальные сдвиги в энергетическом балансе атмосферы. Она практически перестала отдавать энергию и теперь лишь накапливает ее. Энергетические процессы в атмосфере представляют собой сложную систему взаимосвязанных физических, геологических и электромагнитных явлений. Сейчас, во время 12-тысячелетнего цикла катастроф, происходит экспоненциальное накопление в атмосфере Земли различных типов энергии через множество механизмов. Триггером является внешнее космическое воздействие на внутреннее ядро Земли, что запускает каскад энергетических процессов во всех оболочках Земли. Ядро, нагретое внешним космическим воздействием, высвобождает колоссальные объемы тепловой энергии, что приводит к плавлению мантии.
которая, в свою очередь, передает тепло земной коре. Кроме того, нестабильность ядра вызывает изменение скорости вращения Земли. В то же самое время изменения в ядре генерируют электромагнитные возмущения, распространяющиеся по всей планете и влияющие на ионосферу. Эти возмущения магнитного поля порождают дополнительную кинетическую энергию в виде изменений атмосферной циркуляции. Проще говоря, когда начинаются возмущения магнитного поля Земли, это влияет на движение и поведение частиц в верхней атмосфере. Эти изменения передаются далее, в нижние слои, где формируется погода, где они могут усиливать ветры, влиять на формирование циклонов и даже изменять привычные климатические паттерны. Однако атмосферные эффекты — лишь верхушка айсберга. Возмущения магнитного поля отражают более глубокие процессы, происходящие внутри планеты. Рост энергии во внешнем ядре непосредственно сказывается на геодинамике мантии. Она начинает расплавляться все более интенсивно. Расплавление мантийного вещества приводит к глубокофокусным землетрясениям. Об этом явлении мы уже много раз говорили, но позвольте напомнить еще раз. Глубокофокусные землетрясения происходят на глубинах от 300 до 750 километров под поверхностью Земли. На таких глубинах землетрясения происходить не должны, поскольку вещество внутренней мантии находится под экстремальными давлениями и высокими температурами. Ожидается, что в этих условиях вещество мантии будет деформироваться только пластически, а не хрупко разрушаться, и поэтому не должно генерировать землетрясения. Тем не менее, такие события регулярно регистрируются, и до недавнего времени механизмы их возникновения оставались неясными для ученых. Согласно гипотезе ученых АЛЛАТРА, глубокофокусные землетрясения представляют собой мощные внутримантийные взрывы, по своей силе сопоставимые с одновременным детонированием множества атомных бомб внутри мантии Земли. Кроме того, глубокофокусные землетрясения часто служат триггером для сильных землетрясений в земной коре, усиливая их разрушительное воздействие. Экспоненциальный рост количества глубокофокусных землетрясений свидетельствует о накоплении энергии в глубинах Земли и усилении плавления мантии. Опасность таких процессов заключается не только в самих землетрясениях, но и в огромном количестве энергии, которая при этом высвобождается. Эти внутримантийные взрывы преобразуют механическую энергию в тепловую и электрическую, генерируя мощные электромагнитные импульсы. Они распространяются через оболочки Земли и достигают даже атмосферы, вызывая возмущение магнитного поля и перераспределение электрических зарядов. Из-за нагрева мантии и скачков скорости вращения Земли расплавленная магма начинает подниматься вверх к земной коре. Подобно перегретой жидкости, она расширяется и ищет выход наружу через трещины в земной коре. На поверхности земной коры это проявляется в виде землетрясений и извержений вулканов, которые, в свою очередь, выбрасывают энергию прямо в атмосферу. Мегаземлетрясения, подобные событию на Камчатке магнитудой 8,8, высвобождают колоссальное количество энергии, накопленной в литосфере за десятилетия или даже столетия геологического напряжения. Энергетический потенциал такого катастрофического события измеряется в петаджоулях, что эквивалентно силе взрыва нескольких десятков тысяч ядерных бомб, сопоставимых по мощности с теми, что были сброшены на Хиросиму. Эта энергия не только распространяется через земную кору в виде сейсмических волн, но и преобразуется в кинетическую энергию движения тектонических блоков плиты, потенциальную энергию деформации горных пород, тепловую энергию трения разломов и акустическую энергию, распространяющуюся в атмосфере. И вследствие этих механических взаимодействий высвобождается огромное количество энергии в виде статического электричества. Это важно понимать. Почему? Вы узнаете далее.
После мегаземлетрясения магнитудой 8,8 на Камчатке проснулось сразу несколько вулканов, выбросив в атмосферу столбы пепла, достигающие высоты 6 километров. Извержения вулканов высвобождают огромное количество тепловой энергии и создают мощные конвективные потоки, кинетическую энергию атмосферных движений. Также вулканические выбросы создают колоссальный электрический потенциал. Это электромагнитная энергия в чистом виде, непосредственно влияющая на атмосферные процессы. Исследования показывают, что облака пепла от крупных извержений могут генерировать миллионы вольт, создавая условия для мощных электрических разрядов в атмосфере. Например, извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января 2022 года породило самую сильную грозу в истории, которая продлилась около 11 часов и распространилась на 240 километров. Исследователи обнаружили, что на пике количество молний в минуту достигло рекордных 2600, а всего их было зафиксировано около 192 тысяч. Более того, исследователи обнаружили, что эта гроза также произошла на беспрецедентной высоте от 20 до 30 километров, то есть выше, чем любая молния, которую фиксировали ранее. Сейчас вулканическая активность неуклонно растет и в других регионах мира. Эта тенденция подтверждается графиком суммарного количества дней извержений почти 300 вулканов на планете. График, который вы видите сейчас на экране, построен по открытым данным Смитсоновского вулканологического института. А если посмотреть данные по отдельным регионам, то эти графики еще более показательны. В Андийской области, где находится 27 вулканов, и в Восточной Африке, где расположено 12 вулканов, наблюдается устойчивый рост вулканической активности, особенно в последние 20 лет. Выраженный рост вулканической активности также фиксируется в районе дуги Сунда-Банда, где 39 вулканов, в Юго-Восточной Азии и в северо-западной части Тихого океана, где 56 вулканов, особенно в последние годы. Несомненно, самым мощным проявлением магматической активности является сибирский магматический плюм, расположенный в России, о котором я говорю в каждом своем обращении. Это огромный поток раскаленной магмы, поднимающийся из недр Земли к коре, растекающийся под территорией Сибири и охватывающий площадь, примерно равную площади Австралии. Эволюция сибирского мантийного плюма представляет собой мощнейший источник тепловой энергии. Нагрев плюма создает колоссальные конвективные потоки в мантии, которые влияют на тектонические процессы во всем регионе. При этом энергия плюма выражается несколькими способами. Первый – прямой нагрев земной коры и тепловое воздействие на приповерхностные слои. Второй – генерация кинетической энергии в результате изменений тектонических напряжений и атмосферных потоков. Третий – создание электромагнитных аномалий вследствие изменения проводимости горных пород при нагреве. Еще одним колоссальным источником энергии является океан. Магматические процессы под океанической корой приводят к нагреву океанических вод, создавая дополнительный резервуар тепловой энергии. Раньше избыток этого тепла относительно быстро передавался в атмосферу и уходил в космос, обеспечивая естественное охлаждение Мирового океана. Однако, если раньше это тепло уходило через атмосферу в космос, то сейчас критическим фактором накопления энергии в океане становится загрязнение океана микро- и нанопластиком. Пластиковые частицы действуют как теплоизолирующий слой, препятствуя нормальному теплообмену между океаном и атмосферой. По сути, океан перестает отдавать тепло наружу и начинает накапливать его внутри.
Это приводит к аккумуляции тепловой энергии в океанических водах, изменению паттернов испарения и, как следствие, увеличению кинетической энергии атмосферной циркуляции. Этот процесс является причиной дополнительного стремительного нагрева океана и приводит к нарушению естественных механизмов охлаждения планеты. Увеличение энергии в атмосфере Земли выражается как в росте кинетической, так и потенциальной энергии. Кинетическая энергия атмосферы напрямую связана с движением воздушных масс. Это энергия ветров, циклонов, ураганов и других динамических систем. Чем выше скорость движения воздуха, тем больше кинетическая энергия. Потенциальная энергия атмосферы, в свою очередь, заключена в вертикальном положении воздушных масс и в скрытом тепле, связанном с фазовыми переходами воды. Нарушение этого энергетического баланса приводит к беспрецедентным погодным аномалиям по всему миру. Именно это мы и наблюдаем сейчас. Осадки становятся экстремальными. Годовые нормы выпадают за считанные часы в исторически засушливых регионах, в то время как в других местах усиливаются засухи. Тропические циклоны стремительно усиливаются до рекордных категорий, значительно превосходя по мощности исторические аналоги. Температурные аномалии сохраняются в регионах неестественно долго, создавая экстремальные волны жары. Происходят резкие температурные колебания, зимы с весенними температурами и парадоксальное распределение тепла, жара за полярным кругом и аномальный холод южнее. Ветровые режимы трансформируются. Внезапные порывы ураганной силы возникают в нетипичных регионах, а внетропические циклоны быстро набирают разрушительную мощь. Торнадо множатся, расширяя свою географию и нарушая привычную сезонность. Однако в атмосфере увеличивается не только кинетическая и потенциальная энергия, но и количество электрической энергии, что оказывает значительное влияние на планетарную систему. Особенно наглядно этот процесс проявляется в Арктике. Там, в условиях холодного и сухого климата, несмотря на повышение температуры, количество молний не должно сильно изменяться. Однако, реальные данные показывают обратное. Число молний в регионах, которые находятся выше 65 градусов северной широты, выросло с примерно 18 тысяч в 2010 году до более 150 тысяч в 2020 году, то есть почти в 10 раз. Это свидетельствует о значительном нарастании энергии в атмосфере с долговременными последствиями для климатической системы Земли. В целом, распределение молниевой активности неравномерно по планете. В одних регионах наблюдается увеличение числа и силы молний, в других — уменьшение. Особенно важно отметить, что в зонах засух количество разрядов уменьшается, что связано с изменениями плотности атмосферы и влиянием ветровых потоков. Важно понимать, что более теплая атмосфера способна удерживать значительно больше влаги и переносить ее на большие расстояния. Это приводит к парадоксальному явлению. При общем росте температуры и влажности в одних районах увеличивается количество осадков, а в других усиливаются засухи. В засушливых регионах снижается влажность, что уменьшает вероятность образования молний, хотя общее количество электрической энергии в атмосфере продолжает расти. Исследования нашего коллеги, специалиста аналитического отдела изучения Земли движения АЛЛАТРА Джона Анна, основанные на данных Национального управления океанических и атмосферных исследований по США, показывают, что кинетическая энергия средних и сильных торнадо в США последние десятилетия растет экспоненциально, а их среднее количество увеличивается. Это указывает на усиление кинетической энергии в атмосфере, что является прямым следствием роста потенциальной энергии и явным признаком нарушения естественного энергетического баланса планеты.
Логика подсказывает, что в текущих условиях должно происходить обратное. Ослабление электромагнитного поля Земли должно было привести к уменьшению заряда в атмосфере. Параллельно с этим океан, который сейчас поглощает больше тепла из-за накопления пластика, должен был отдавать меньше энергии в атмосферу. Вместе эти факторы должны были привести к снижению общей энергии в атмосфере. Однако мы наблюдаем полную противоположность — рост энергии. Это возможно только в том случае, если в атмосфере появился некий аккумулятор, своего рода конденсатор энергии. И этим конденсатором оказался нанопластик, обладающий электретным эффектом, способностью накапливать и удерживать электрический заряд. Подробнее об этом я расскажу чуть позже. Процесс, при котором тепловая энергия переходила из недр планеты в океан, затем в атмосферу и оттуда в космос, раньше работал как точные часы. Но сейчас он нарушен. Несмотря на то, что атмосфера стала менее плотной из-за ослабления электромагнитного поля, а значит, теоретически должна была остывать быстрее. Ее температура продолжает расти. Энергия, которая должна была уходить в космос, теперь остается запертой в атмосфере. Накопление зарядов в атмосфере влияет на электромагнитное поле Земли, которое, в свою очередь, воздействует на ядро планеты. Повышенная температура ядра разогревает магму, размывает мантию и формирует магматические противотоки. Это приводит к ускорению геофизических процессов. Круг замыкается, и один процесс усиливает другой. Таким образом, нанопластик стал тем фактором, который нарушил защитные механизмы планеты, работавшие на протяжении миллионов лет. Он аккумулирует огромное количество энергии в атмосфере, препятствует ее естественному выходу в космос и заставляет эту энергию циркулировать внутри системы Земли, усиливая все негативные процессы. Наблюдаемые тенденции указывают на то, что процесс накопления энергии в атмосфере продолжает ускоряться. Причем с каждым годом аномалии становятся более выраженными. Традиционные метеорологические модели прогнозирования перестают работать в новых условиях. Катаклизмы нарастают по экспоненте. Каждый последующий год приносит все более экстремальные события. Особую опасность представляют молниевые разряды, активность которых в ближайшем будущем будет стремительно нарастать, а их характеристики будут становиться все более опасными в связи с увеличением общего энергетического потенциала атмосферы. Уже сейчас уровень накопленной энергии в системе ядро-мантия атмосфера достиг критических значений. Эти трансформации атмосферы являются частью масштабного процесса планетарных изменений, вызванных 12-тысячелетним циклом катастроф, когда преобразование потенциальной энергии в кинетическую происходит в ускоренном режиме, создавая каскадные эффекты во всей климатической системе. Как вы можете видеть на представленной схеме, перед нами совокупность процессов, которые сегодня нарушают геодинамические и экологические системы планеты. Как вам уже известно, избыточная энергия, вырабатываемая ядром Земли, раньше постепенно выводилась из нашей планеты. Сначала она частично отводилась через океан, затем поднималась в атмосферу и в итоге уходила в космос. Благодаря этому поэтапному процессу избыточная энергия не задерживалась ни в недрах Земли, ни в атмосфере, а покидала планету, снижая нагрузку на ее внутренние слои. Однако сейчас этот естественный механизм нарушен. Нанопластик не просто усугубляет существующие экологические проблемы, а является основным фактором нарушения природного энергетического баланса. Если бы не пластик, океан легко выводил бы избыточную энергию. Она не задерживалась бы в атмосфере, и мы не столкнулись бы с угрозой прорыва сибирского плюма, активизации супервулканов и других крайне серьезных последствий, которые нас ждут.
То, как пластик в океане препятствует отводу лишней энергии, вам уже известно. Но ситуация в атмосфере еще более тревожная. Накопление микро- и нанопластика как в океане, так и в атмосфере приводит к тому, что все больше энергии остается внутри системы Земли, становясь причиной учащающихся и усиливающихся природных катастроф. Важно понимать, что нанопластик представляет для нас, людей, опасность не только как фактор, влияющий на климат, а в первую очередь как угроза самой жизни в биосфере, включая и вид Homo sapiens. Это катастрофа, созданная руками человечества. Если бы не нанопластик, мы прошли бы нынешний климатический цикл, так же, как это происходило в предыдущие циклы. Была бы некоторая активизация природных процессов. Но не возникло бы ни угрозы прорыва сибирского плюма, ни других серьезных катастроф, способных поставить точку в нашем существовании. На сегодняшний день количество микро- и нанопластика в атмосфере достигло астрономических значений. Это больше не отдельные частицы. Это новая, постоянная компонента нашей атмосферы. Позвольте напомнить вам, что ежегодно до 25 миллионов тонн пластиковых частиц переносятся на тысячи километров морским воздухом, брызгами, снегом и туманом, пересекая страны, континенты и океаны. Это только тот поток перемещаемого пластика, который приблизительно можно зафиксировать приборами. Что касается наночастиц, то у ученых пока очень мало точных данных об их концентрации в воздухе, поскольку современные приборы пока просто не способны их обнаруживать и различать. По приблизительным оценкам, содержание нанопластика может быть на несколько порядков выше, чем микропластика. Но данные пока варьируются от тысяч до миллионов частиц на кубический метр воздуха. Мы буквально варимся в супе из пластиковой пыли. И эти частицы, подвергшиеся воздействию ультрафиолетового излучения, несут двойную угрозу. Их поверхность становится более шероховатой, что позволяет им накапливать тяжелые металлы, такие как свинец и ртуть. Но ключевая опасность такого пластика не в его химической токсичности, а в его физических свойствах. Каждая из этих триллионов частиц обладает свойствами электрета. Что такое электрет? Представьте постоянный магнит, но только для статического электричества. Это тело, которое, получив однажды заряд, удерживает его неделями. Научные исследования подтверждают, наночастицы полистирола, ПЭТ и других пластиков обладают устойчивым зарядом. Они заряжаются от всего. От трения в воздушных потоках, от космических лучей, от разрядов молний. Это триллионы микроскопических магнитов для энергии, парящих в воздухе. Давайте вернемся к основам. Атмосфера Земли — это сложная электрическая система. Еще Бенджамин Франклин понял, что вода играет в ней ключевую роль. А Майкл Фарадей обнаружил, что электричество возникает при трении капель воды. Теперь представьте, что в эту тонко настроенную систему поместили триллионы микроскопических электрических магнитов, которые бесконтрольно парят в воздухе, объединяются, усиливая свой заряд, и переносятся движущимися воздушными массами. Количество этих невидимых пластиковых наночастиц над нашими головами уже сопоставимо с количеством звезд, которые мы видим на ночном небе. И это не преувеличение. Для понимания, позвольте привести простую аналогию. Если взять одну частицу микропластика диаметром 5 мм и разложить ее на нанопластиковые частицы размером 1 микрометр, то из одной такой частицы микропластика мы получим 125 миллиардов частиц нанопластика. Это равно количеству известных нам галактик во Вселенной. Причем поверхность этих частиц будет в 5000 раз больше, чем у исходной 5-миллиметровой частицы.
Потому что при делении одной большой сферы на множество мелких общий объем сохраняется, но общая площадь поверхности значительно увеличивается. И каждая из этих 125 миллиардов частиц нанопластика несет на своей поверхности электрический заряд и вносит хаос в работу нашей атмосферы. Из-за колоссального количества заряженного нанопластика наша атмосфера превратилась в гигантский конденсатор. Представьте, поверхность Земли — это один слой конденсатора, а ионосфера — другой. Раньше между ними существовал энергетический баланс. Но теперь мы заполнили пространство между ними триллионами заряженных частиц, которые активно накапливают заряд. Этот пластик превратил нашу атмосферу в гигантский энергетический аккумулятор, который постоянно заряжается, но больше не может, условно говоря, разрядиться в космос. Частицы нанопластика удерживают тепло, не давая ему уйти. И количество этих частиц постоянно увеличивается. Накапливаемая ими энергия не исчезает, а ищет выход и находит его в экстремальных погодных явлениях, которые становятся все более частыми, интенсивными и разрушительными. Подобно тому, как пластиковая пленка на поверхности океана препятствует выходу тепла из недр Земли, это наэлектризованное одеяло в атмосфере не позволяет избыточной энергии планеты уйти в космос. Эта энергия остается здесь, и она кипятит нашу атмосферу изнутри. Что мы наблюдаем в результате? Фундаментальные изменения облаков. Частицы пластика становятся не обычными ядрами конденсации, а суперэффективными, притягивая капли воды гораздо быстрее нейтральных частиц. В результате облака начинают формироваться на меньших высотах, ниже 2 километров. Такие низкие плотные облака менее подвижны, что нарушает нормальное распределение осадков. Засуха в одних районах, катастрофические ливни в других. Разрушительные осадки. Эти новые облака удерживают больше влаги, что задерживает выпадение дождя. Но когда он все же начинается, он становится более сильным, поскольку в облаках успевает накопиться аномальный объем влаги. Более того, исследование показало, что капли воды, содержащие микропластик, замерзают при температуре на 4-10 градусов выше, чем чистые капли, то есть на более низких высотах. Это приводит к образованию аномально крупных кристаллов льда и, как следствие, к увеличению размера градин. И, конечно, аномальные грозы. Повышенная концентрация заряженных аэрозолей усиливает электризацию облаков. Мы уже видим прямые доказательства. Рост числа молний в северо-западной части Южной Америки ученые связывают именно с повышением уровня аэрозолей в атмосфере. И самое страшное, этот процесс сам себя подпитывает. Это идеальный шторм, который создал замкнутый круг. Потепление океана ускоряет испарение воды. С паром в воздух поднимается еще больше нанопластика. Атмосфера становится еще более заряженной, еще больше энергии удерживается, усиливая потепление океана. Согласно модельным данным, мы знаем, что при потеплении на каждый градус влажность воздуха увеличивается на 7%, а частота молний минимум на 12%. Больше тепла, больше влаги, больше пластика в воздухе, больше молний. И так до бесконечности. С каждым витком спираль этой катастрофы закручивается все сильнее. А это означает, что чем больше микро- и нанопластика, тем меньше у человечества шансов выжить. И это еще не все. Заряженный микро- и нанопластик в атмосфере оказывает влияние на авиацию. Из-за изменений в формировании облаков и аномальных атмосферных явлений безопасность полетов оказывается под угрозой, особенно в турбулентных и холодных слоях атмосферы.
Не говоря уже о том, что частицы в воздухе, взаимодействуя с поверхностью самолета, накапливают заряд и могут вызывать помехи в работе систем связи и навигации. В целом, влияние нанопластика на безопасность полетов остается недооцененным. И этот вопрос требует тщательного изучения, пока у нас еще есть время для поиска решений. Сегодня особенно привлекает внимание признание самих ученых, изучающих микро- и нанопластик. Ученые говорят, что им страшно. Страшно, потому что человечество словно летит вслепую, не осознавая всего масштаба опасности, которую несет пластик, и не понимая до конца его пагубного влияния на биосферу в целом, и на нас в частности. Сегодня наука все чаще обращает внимание на тревожный рост числа внезапных смертей, среди возможных причин которых все чаще фигурирует микро- и нанопластик. Мы предупреждали об этом общественность много лет назад. Мы говорили, что случаи внезапной смертности будут учащаться, и подчеркивали необходимость изучения новых факторов риска для здоровья человека. Наука только начинает осознавать, насколько серьезную угрозу представляет собой микро- и нанопластик. К примеру, недавние исследования показали, что среднестатистический взрослый человек вдыхает в 100 раз больше пластиковых частиц, чем предполагалось ранее. Но даже эти цифры меркнут на фоне выводов, представленных в недавнем отчете журнала The Lancet. Глобальный пластиковый кризис уже обходится миру в $1,5 триллиона в год вследствие смертей и травм. Микро- и нанопластик обнаруживают повсеместно – в легких, крови, мозге, плаценте. И реальный масштаб вреда, который он наносит, сильно недооценен. Современная наука только начинает подходить к этим вопросам, тогда как АЛЛАТРА предупреждала об этом задолго до научных открытий последних лет. Сегодня научное сообщество лишь подтверждает то, о чем мы говорили еще 20 лет назад. Уже тогда наши исследования и аналитика указывали на потенциальные риски, связанные с наночастицами пластика, и самое главное, с их поверхностным зарядом. Взаимосвязь между микромиром и глобальными энергетическими сдвигами свидетельствует о системном характере кризиса. Мы имеем дело не с отдельными экологическими катастрофами, а с нарушением фундаментального баланса всей системы Земли. Этот замкнутый круг накопления энергии в атмосфере и во всей планетарной системе необходимо разорвать. И сегодня только научный коллектив АЛЛАТРА предлагает конкретное решение, тогда как другие лишь констатируют проблему. Вопрос о жизнеспособности и эффективности нашей концепции остается открытым. Я не утверждаю, что мы предлагаем панацею, и никто из нас не ожидает, что кто-то другой возьмет на себя ответственность за реализацию этой задачи. Почти 3 десятилетия назад, когда мы все были значительно моложе, нами двигала наивная вера в то, что достаточно лишь обнаружить первопричину проблемы, указать на нее, и мир консолидируется для ее совместного решения. Однако реальность оказалась совершенно иной. Мы столкнулись с глубоко разобщенным миром, где каждый поглощен собственными заботами, в то время как перед нами стоит одна общая глобальная задача, требующая объединенных усилий. Эта задача — снятие давления в магматической системе планеты Земля посредством плановой дегазации сибирского плюма. Именно эта мера может позволить уменьшить нагрузку на все вулканические системы мира и снизить давление магмы на литосферные плиты. Мне встретилось мнение, что якобы мы говорим про дегазацию сибирского плюма для того, чтобы залить Россию лавой и уничтожить ее таким образом. Но я вынужден сказать, к сожалению, если к нам так и не прислушаются, то сибирский магматический плюм не оставит ничего, не только от территории России, но и от всей человеческой цивилизации. И пока люди меряют все своими меркантильными интересами и размером кошелька, мы остаемся в огромной опасности.
Тем более, как оказалось, что к вулканическому хаосу добавилась еще одна катастрофическая проблема, которая действует как бомба замедленного действия, которую человечество заложило под себя, а именно электрический заряд, который сохраняется на частицах микро- и нанопластика. Именно он представляет собой ключевую угрозу. Пока на глобальном уровне не найдено ни одного эффективного решения, а тем временем микро- и нанопластика в биосфере становится все больше. На данный момент только научный коллектив «АЛЛАТРА» выдвинул рабочую идею, суть которой — найти способ лишить пластик способности удерживать статический заряд. Это значит устранить электретный эффект, позволяющий частицам пластика накапливать и удерживать электрический заряд на своей поверхности. Если мировому научному сообществу удастся решить эту задачу, частицы пластика потеряют свои опасные свойства и станут просто обычной инертной пылью. Но что критически важно? Речь идет не о будущем производстве нового безопасного пластика, который не будет накапливать на себе заряд, а о том, чтобы лишить заряда весь тот пластик, который уже находится в атмосфере, океанах и, самое страшное, в наших телах. Для вашего понимания я скажу так. Существующего в биосфере микро- и нанопластика уже столько, что его достаточно, чтобы не просто вызвать массовый сбой в биологических системах, а несколько раз стереть жизнь с лица планеты. Поэтому прекращение производства нового пластика, на котором так сильно настаивают некоторые, никак не устранит угрозу вымирания из-за пластика. Выход только один — понять, как нейтрализовать или экранировать накопленный заряд пластика. Все остальное — самообман и неизбежное вымирание. И сейчас, когда миру срочно требуется объединение научного потенциала для решения этой фундаментальной глобальной задачи и нейтрализации угрозы, некоторые люди, позиционирующие себя как ученые, принципиально отрицают, что микро- и нанопластик представляет реальную опасность. Я хотел бы поделиться еще одним наблюдением в продолжение моего предыдущего обращения относительно заявлений отдельных представителей Российской академии наук. Должен признать, мои робкие надежды на проблески здравого смысла со стороны этого синдиката знатоков вновь с треском рухнули. На сей раз меня особенно поразила бездонность глупости их рассуждений о якобы полном отсутствии вреда нанопластика. С глубоким интересом и, не скрою, с некоторым интеллектуальным изумлением я ознакомился с рядом свежих тезисов очередной плеяды светлых умов Российской академии наук на эту тему. Их заявления исполнены показным оптимизмом и непоколебимой верой в неуязвимость человеческого организма. По их оценкам, нанопластик не несет никакой серьезной угрозы, а все предупреждения о его вреде якобы байки, особенно если речь идет о данных, полученных из западных источников. К примеру, в недавних российских публикациях, посвященных якобы безвредному нанопластику, подчеркивается, что микромир только начинает активно изучаться мировым научным сообществом. Поэтому паниковать по поводу новых экологичных исследований из западных стран уж точно не стоит. Что ж, раз уж ориентация на исследования западных стран нынче, как, впрочем, и всегда, не в честью Российской академии наук, которая, по-видимому, все знает лучше всех, позвольте мне в рамках научного диалога сопоставить некоторые умиротворяющие постулаты академиков Российской академии наук о нанопластике с данными, поступающими не из столь зловещей, по их мнению, западной научной литературы, а из куда более уважаемого ими источника научных трудов их дорогого соседа, самой Поднебесной, то есть Китая.
Наиболее категорично опасность нанопластика отрицает российский ученый Алексей Хохлов, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета Московского государственного университета. Он уверенно обнадеживает российское население, утверждая, что, цитирую, «Токсичность частиц как микро, так и нанопластика наукой не доказана. В реальности частицы микропластика воздействуют на организм человека почти так же, как и любая пыль или, например, песок». Конец цитаты. Возможно, Хохлов не в курсе, но в мировой науке уже опубликовано множество рецензируемых исследований, непосредственно посвященных токсичности нанопластика. Например, команда под руководством профессора Хуан Чжэнь Ли из Южного медицинского университета Китая опубликовала последние результаты исследований, раскрывающих молекулярный механизм нейротоксичности, вызванный воздействием микро- и нанопластика, где обоснованно доказано, что нанопластик может вызывать нейротоксичность, которая связана с осью кишечник-мозг. Ученые Пекинского университета в ходе исследований репродуктивной токсичности нанопластика обнаружили, что воздействие микро- и нанопластика, образованного из полимолочной кислоты, вызывает репродуктивную токсичность у мужских особей, нарушая сперматогенез и митохондриальную дисфункцию у мышей. Если же академик Хохлов и после всего этого остается убежден в полной безвредности нанопластика, можно только восхититься его непоколебимой научной смелостью, особенно учитывая, что некоторые последствия, описанные в исследованиях, затрагивают исключительно вопросы мужского здоровья. В еще одном китайском научном обзоре прямо говорится, что, и я снова цитирую, «После попадания в организм человека микропластик может вызывать цитотоксичность, митохондриальную токсичность, повреждение ДНК, нарушение целостности клеточных мембран и другие воздействия на клетки и органы. Это приводит к серьезным последствиям в различных системах организма, включая локальные воспаления, экологический дисбаланс, метаболические и другие нарушения». Конец цитаты. Получается, в то время, когда у китайских коллег, да и всего научного мира в целом, уже есть консенсус о токсичности нанопластика, Хохлов от лица всей Российской академии наук это отрицает? Тогда возникает вопрос, а знает ли он вообще, что такое микро- и нанопластик? И главное, как они ведут себя в клетках человеческого организма? Судя по его следующему заявлению, похоже, что нет. Потому что в нем Хохлов, главный эксперт по микропластику в России, как его называют в российских СМИ, утверждает, что пластик вообще не взаимодействует с организмом. И как следует из этой российской статьи, он не может в чистом виде попасть в клетки. В частности, Хохлов утверждает, что, цитирую, «частицы, попадая в организм, в клетку, в биологическую среду, сразу облепляются поверхностно активными веществами, сурфактантами, поэтому никакой опасности нет». Конец цитаты. Это заявление Хохлова противоречит всем современным научным данным. Он говорит о сурфактантах, то есть о белковой короне, но полностью игнорирует ее реальную функцию. Она не защищает организм, а напротив, помогает нанопластику проникать в клетки. Это и есть самое важное. Ведь именно с момента попадания в клетку нанопластик начинает самое страшное – разрушение нашего организма изнутри. Десятки исследований, включая последние работы китайских ученых, четко показывают. Белковая корона действует как молекулярная маскировка. Она делает пластиковые частицы невидимыми для клеточной защиты, позволяя им проникать внутрь клетки.
Но самое опасное начинается потом. При контакте с мембраной эта оболочка разрушается и обнажает частицу. Положительный поверхностный заряд этой частицы затем запускает то, что в медицине называется клеточным апоптозом, программируемой гибелью клетки изнутри. Ирония в том, что наука давно доказала. Белковая корона — это не защита, а троянский конь, позволяющий нанопластику проникать в организм человека и нарушать его работу на клеточном уровне. Особенно тревожно слышать подобные заявления от человека, позиционирующего себя как эксперт. У меня закрадываются предположения, что профессор Хохлов действует в рамках некой альтернативной, известной только ему, физико-химической парадигмы, радикально отличающейся от общепринятой научной картины мира. Потому что помимо своеобразной интерпретации роли белковой короны, он еще и умудряется утверждать об абсолютной химической нейтральности нанопластика, заявляя, что частицы как микро, так и нанопластика химически инертны. То есть они не вступают в химические реакции внутри человеческого организма. Конец цитаты. То есть Хохлов всерьез утверждает, что воздействие нанопластика якобы не вызывает никаких химических реакций, ни окисления, ни других биохимических эффектов. Это поистине удивительно. Особенно учитывая, что мировое научное сообщество, наряду с тем же Китаем, к исследованиям которого российские академики, судя по всему, все еще относятся с определенным уважением, придерживается диаметрально противоположной точки зрения. На сегодняшний день в Китае опубликованы десятки, если не сотни работ, посвященных теме окислительного стресса, вызванного взаимодействием нанопластика с клетками. Многочисленные исследования подтвердили, что воздействие наночастиц полистирола заставляет клетки производить большое количество активных форм кислорода. Это запускает реакцию окислительного стресса, которая приводит к повреждению липидов, белков и ДНК. Таким образом, научные данные однозначно демонстрируют. Нанопластик не только активно вступает в химические реакции с биологическими молекулами, но и вызывает их мутацию и разрушение. Фактически, реальные механизмы воздействия прямо противоположны тем, что описывает Хохлов. Нельзя не отметить, что в еще одном заявлении Хохлов полностью превзошел самого себя в вольности интерпретации научных явлений. Речь идет уже не просто об отсутствии научности. Перед нами подлинно революционный подход к этиологии заболеваний, граничащий с созданием альтернативной медицины. Согласно его смелому высказыванию, обнаружение микропластика в пораженных органах не доказывает, что пластик является причиной заболевания. Более вероятно, что само заболевание разрушает защитные барьеры, что и приводит к накоплению частиц. То есть, согласно логике Хохлова, если понятие логика здесь вообще применимо, не пластик вызывает деменцию, а деменция, нарушая барьерные функции, каким-то образом притягивает к себе пластик. Между тем, исследователи из Китая, публикующие свои работы в журнале Aging Research Reviews, как, впрочем, и весь остальной научный мир, придерживаются прямо противоположного вывода. Пациенты с обнаруживаемым микро- и нанопластиком в бляшках сонной артерии демонстрируют более высокие совокупные риски инфаркта миокарда, инсульта или смертности, что определяет частицы пластика как фундаментальные движущие факторы обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Китайские исследователи однозначно называют пластик фундаментальным движущим фактором обострения хронических заболеваний. И в то время как остальной адекватный научный мир разделяет это опасение, российские официальные эксперты упорно продолжают отрицать угрозу нанопластика. Зачем? Чтобы дискредитировать те угрозы, на которые постоянно обращает внимание АЛЛАТРА.
Но если реальные научные исследования они блокируют, то что предлагают взамен? Экспертные мнения Хохлова и Виноградова. При этом Хохлова представляют как одного из крупнейших в России специалистов по микропластику. Серьезно? Таков теперь уровень ведущих российских ученых? Ситуация становится по-настоящему опасной, когда человек с академическим статусом, но без реальной компетентности в теме, начинает формировать общественное мнение. Его заявления, подкрепленные регалиями, вводят людей в смертельно опасное заблуждение, убеждая население, что то, что вас убивает, абсолютно безвредно. Это все равно, что во время пожара уверять людей: пламя совершенно безопасно, можете спать спокойно. Еще более возмутительно, когда так называемые ученые вроде Виноградова заявляют: не беспокойтесь о климате, лучше занимайтесь воспитанием детей. Такие высказывания больше похожи на бред, чем на какую-либо научную позицию. Конечно, в России есть настоящие ученые, которые открыто выступают против этой лженауки, но система намеренно дает слово только таким удобным экспертам, игнорируя мнение настоящих специалистов. К сожалению, мы наблюдаем, как в России наука превращается в инструмент пропаганды, а правда подавляется в угоду политическим интересам. В связи с этим я скажу то, чего, возможно, от меня совсем не ожидают услышать. Честно говоря, я и сам от себя этого не ожидал, по крайней мере, как гражданин Америки. Но сейчас я говорю не как американец, и даже не просто как здравомыслящий человек. Сейчас я говорю как ученый. А ученый, если он действительно ученый, обязан быть беспристрастным, аполитичным и опираться исключительно на факты. Это то, что отличает настоящего исследователя от самозванца. И как ученый я снимаю шляпу перед китайскими коллегами. В отличие от некоторых представителей Российской академии наук, которые умудряются отрицать даже самый очевидный вред нанопластика, китайские ученые сегодня демонстрируют серьезный, блестяще поставленный научный подход к изучению проблемы нанопластика. В Китае ежемесячно публикуются десятки фундаментальных работ по этой тематике. Поэтому хочу выразить искреннюю благодарность Коммунистической партии Китая и лично Си Цзиньпину за способствование проведению исследований нанопластика и за ту научную работу, которую проводят китайские ученые. Эти исследования бесценны. Они действительно важны для всего человечества. И для американцев, и для китайцев, и да, даже для россиян. Я обязан признавать факты, какими бы неудобными они ни были. Иначе я бы ничем не отличался от Виноградова. А уподобляться Виноградову — этого бы мне точно не хотелось. В то время как весь здравомыслящий научный мир признает опасность нанопластика, пусть пока еще не в полной мере видит масштаб угрозы, но признает ее наличие, Россия же демонстративно отрицает саму проблему. Такой подход все больше становится фирменным стилем российского академического сообщества. Систематическое сокрытие угроз, будь то нанопластик или сибирский плюм, лишь бы не признавать очевидного. Ученые АЛЛАТРА оказались правы в своих прогнозах. Все делается ради того, чтобы российское общество не узнало правду и не начало задавать неудобные вопросы. Причина проста. Признание этих угроз, как сибирского плюма, так и нанопластика, повлечет за собой неизбежные репутационные и экономические потери для тех, кто контролирует ключевые ресурсы страны. Признание масштаба угрозы, исходящей от сибирского плюма, разрушит созданную для внешнего мира иллюзию стабильности, на которой основан внешний имидж России как надежного партнера и объекта международных инвестиций.
Ведь кто станет вкладывать деньги в регион, находящийся на пороге потенциальной геологической катастрофы? Более того, российские структуры всерьез опасаются, что когда правда станет известна большинству граждан, начнется массовая миграция из опасных регионов. Это нанесет внушительный удар по внутренней экономике и, как следствие, по личным доходам представителей элиты. Чтобы предотвратить эти убытки и сохранить контроль, власти решили выбрать тактику репрессий, действуя по принципу «неудобную правду запретить, а тех, кто ее говорит, уничтожить». Для этого лица, которые хотят сохранить свои капиталы, используют таких удобных наемников, как Александр Дворкин. Это российский сектовед и эксперт по экстремизму, действующий через свою тоталитарную структуру РАЦИРС, Российскую ассоциацию центров изучения религий и сект. Он и его структура известны тем, что и раньше занимались подобной черной работой. Дискредитировали невинных людей и организации за деньги. Именно РАЦИРС, ныне обладающая транснациональным влиянием, координирует распространение дезинформации об АЛЛАТРА и ее волонтерах. По сути, сгенерированный и запущенный Дворкиным конвейер лжи об АЛЛАТРА нацелен не только на российскую публику. Он уже вышел за пределы страны и распространяется даже в некоторых демократических государствах. Цель проста. Не просто уничтожить репутацию АЛЛАТРА и ее участников, но и заставить общество отвергнуть даже сами научные факты об экологических и геодинамических рисках, которые публично озвучивают участники движения. Перед нами, дамы и господа, самая настоящая, системная, когнитивная война, цель которой — заставить вас не верить в те угрозы, о которых мы предупреждаем. В результате против законопослушных участников АЛЛАТРА в России были развернуты масштабные репрессии. Сегодня многие из них подвергаются жестоким преследованиям. Одни находятся под следствием, другие уже брошены в тюрьмы. Особенно цинично то, что влияние РАЦИРС, несмотря на ее российское происхождение, распространилось и на территорию Украины, где по инициативе агентов Дворкина против участников движения были возбуждены уголовные дела, основанные на заведомо сфальсифицированных экспертизах. Вдумайтесь. Добропорядочные граждане, которые посвятили себя науке, просвещению и общественно значимым инициативам во имя жизни людей, сегодня сталкиваются с нарушением своих основных прав, запугиванием и попытками полной изоляции. И все это лишь потому, что какая-то горстка людей пытается защитить свои капиталы и власть, скрывая правду, которая способна спасти жизни миллиардов человек. Мы все на этой планете можем в один момент погибнуть из-за банальной трусости и жадности людей, у которых нет ни чести, ни совести. Именно они намеренно скрывают от общества огромный массив научных знаний и решений, который представляет АЛЛАТРА. Еще 20 лет назад междисциплинарная группа ученых АЛЛАТРА провела фундаментальные исследования свойств нанопластика, масштаб которых до сих пор остается беспрецедентным. Уже тогда были установлены ключевые характеристики. Частицы нанопластика обладают уникальной способностью аккумулировать электростатический заряд, что провоцирует каскад опасных биохимических реакций в биологических системах. Эти исследования уже тогда указали на нанопластик как на ключевой усугубляющий фактор дестабилизации атмосферных процессов, прогрессирующего нагрева океана и активизации геодинамических изменений. Современная наука только сейчас приближается к пониманию масштаба угрозы нанопластика, которую ученые АЛЛАТРА идентифицировали первыми и своим подходом стимулировали последующую волну международных исследований, развитие которой мы наблюдаем сегодня. Однако вклад АЛЛАТРА не ограничился только диагностикой проблемы.
Научная группа активно разрабатывала и продолжает разрабатывать практические методы противодействия угрозе, которую представляет собой нанопластик. Одним из таких стратегических направлений противодействия, предложенных научной группой АЛЛАТРА, является разработка способов нейтрализации или экранирования электростатического заряда нанопластика, одного из главных факторов его токсичности. По оценкам группы АЛЛАТРА, экранирование или нейтрализация электростатического заряда может снизить потенциальный вред нанопластика как минимум на 50%. Ученые АЛЛАТРА более 20 лет ведут эту работу, и я могу с полной уверенностью сказать, за это время мы исследовали десятки направлений, идей и потенциальных сценариев противодействия угрозе нанопластика. И сегодня мы можем с точностью утверждать, полностью очистить живые системы от нанопластика, то есть полностью устранить его, невозможно. Мы проанализировали огромное количество потенциальных стратегий и можем категорически утверждать, никакие формы фильтрационных систем не решают проблему на молекулярном уровне. Химические нейтрализаторы нанопластика лишь усиливают его токсичность. Атмосферные генераторы воды, которые были возможным решением 20 лет назад, уже таковым не являются. Этот шанс упущен. Все остальные существующие методы очистки демонстрируют обратный эффект или отсутствие результата. Единственный эффективный путь — лишить нанопластик электретных свойств. То есть найти способ изменить его характеристики, разработать научно обоснованный метод, позволяющий лишить нанопластик способности накапливать и долго удерживать электростатический заряд. Это ключ. Любые альтернативные подходы — это бесполезная трата критически важных ресурсов, сил и, главное, времени. Если мы не найдем это решение, мы, как человечество, проиграем. И проиграет каждый. Если мы не справимся, это неизбежно и серьезно отразится на каждом. Вы видите это своими глазами. Мощные землетрясения рушат дома. Беспрецедентные силы ветры срывают крыши домов. Масштабные наводнения смывают улицы и целые города. Урожаи гибнут. Цены на продукты растут. Усиливаются миграции. Многие из вас на себе ощутили, каково это. Оказаться в центре тех самых разрушительных климатических событий, о которых мы предупреждали 10 лет назад. Вы видите и ощущаете все то, о чем мы предупреждали. И теперь вы понимаете, и сами убедились. АЛЛАТРА права в своих прогнозах. А все преследования, репрессии и кампания по дискредитации АЛЛАТРА были направлены лишь на одно — чтобы вы не услышали нас, чтобы не поверили в реальность угрозы экспоненциального роста землетрясений, в угрозу сибирского плюма, нанопластика. Если раньше вы только слышали об этих опасностях, то теперь сами становитесь свидетелями их разрушительных последствий и исполнения наших прогнозов. Перед лицом этих экзистенциальных вызовов, надеюсь, теперь вы понимаете, чем на самом деле занималась и продолжает заниматься АЛЛАТРА. Почему ее деятельность бесценна? Какого масштаба проблемы решают ученые АЛЛАТРА, начав еще 30 лет назад изучать то, к чему наука подошла лишь сейчас? Именно благодаря этим десятилетиям исследований у нас уже есть понимание, как стабилизировать климат. Но есть одно обязательное условие. Без решения проблемы нанопластика любые меры окажутся недостаточными. Все климатические и геодинамические процессы сегодня представляют единый самоусиливающийся механизм, который невозможно остановить старыми методами. Он движется только в одном направлении. И это направление против человечества.
Поэтому эта проблема требует срочных, системных и решительных действий. Однако, если вы думаете, что достаточно просто обозначить проблему, и мировое научное сообщество немедленно займется ее решением, вы ошибаетесь. Это не так. На примере исследования АЛЛАТРА вы ясно видите, как трудно прорваться сквозь стену молчания, сопротивления и даже дискредитации. Если ты выходишь за рамки привычной парадигмы, даже действуя исключительно в заботе о человечестве и нашем общем будущем. Именно поэтому сейчас, как никогда, необходимо массовое участие самого общества и информирование через всевозможные каналы. Необходим мощный общественный запрос на выделение грантов и финансирование для научных исследований нанопластика по всему миру с одной приоритетной целью — найти способ нейтрализовать его электростатический заряд. Только если каждый человек примет активное участие в информировании окружающих и формировании общественного запроса, осознавая важность и срочность проблемы, станет возможным ее скорейшее решение. Именно поэтому я обращаюсь к вам сейчас. И именно поэтому я посвятил свое сегодняшнее обращение этой теме. Почему так важно рассказать об этом каждому? Родным, близким, друзьям, коллегам. Почему нельзя молчать? Потому что это касается каждого, независимо от профессии, убеждений или места проживания. Никто не сможет остаться в стороне. Мы говорим о вопросе жизни на планете. И каждый человек должен знать правду. Сегодня только общественное мнение способно повлиять на направление научных исследований. Почему? Потому что группа безумцев в России, которая дорвалась до власти, отрицает все, что говорит АЛЛАТРА. Они готовы жертвовать жизнями граждан, лишь бы не признать правоту АЛЛАТРА. И даже если АЛЛАТРА скажет, что солнце восходит, они будут отрицать и это. Они готовы подменять факты, фальсифицировать данные, выводить на сцену своих экспертов, которые будут убеждать, что Солнце не восходит и его вообще не существует. И будут это делать, пока сама планета не разрушится у нас под ногами. Это группа обезумевших людей, идущих против правды, даже ценой уничтожения мира. И ради чего? Ради собственной безопасности и власти. Именно поэтому сейчас, как никогда, необходимо активизировать усилия самого общества. Общественный запрос — единственный способ добиться реального финансирования науки, направленный на решение проблемы ключевой угрозы — нейтрализации нанопластика. Не имеет значения, поддерживаете ли вы АЛЛАТРА или нет. Сейчас важно одно — выживание человечества. Чем больше людей узнают правду, чем шире она распространится, тем быстрее научное сообщество сможет начать реальные, не формальные, а эффективные поиски решений. Сегодня я постарался подать информацию как можно мягче, чтобы не вызвать у вас страха или замешательства, но чтобы способствовать пониманию. Сейчас не время бояться, сейчас время действовать ради человечества и нашего общего будущего. Отсидеться не удастся никому. Сегодня всем уже очевидно. Исследовательская группа АЛЛАТРА предупреждала совершенно обоснованно. Те научные модели и концепции, на которые опиралось мировое сообщество последние десятилетия, постепенно утрачивают актуальность и не способны описать реальность происходящего. На этом фоне единственной моделью, подтвердившей свою состоятельность в условиях стремительно разворачивающегося кризиса, остается модель АЛЛАТРА, и теперь это становится очевидным для всех. Именно поэтому ее значение сегодня трудно переоценить. Катастрофические сценарии, о которых мы предупреждали, реализуются и уже входят в активную фазу. И речь идет не о проблемах будущих поколений. Столкнуться с ними придется нам самим. Смысл довольно прост.
Чтобы сохранить наше завтра, мы должны действовать сегодня. Люди должны знать причины происходящего и понимать, что нас ожидает. Они должны ответственно осознать, какие меры необходимо принять, чтобы у нас появился шанс сохранить будущее не только для следующих поколений, но и для нас самих. Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться.